Приветствую, дорогая церковь. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Гутен так, либо фрайлен Александра Марксовна. Друзья, давно я не был на этом месте. Всегда волнительно выходить сюда, потому что здесь нужно читать Слово Божие, не какие-то свои мысли, не какие-то свои суждения. Написано, что из уст священника ищут чего? Ведение. И я понимаю, какая ответственность у всех выходящих сюда, потому что люди приходят в собрание, чтобы услышать слово для своего назидания, понятное слово. И мы все читаем Библию. И, конечно, кто как понимает, да? Часто неверующие говорят, вы все читаете одну Библию, а каждый по-разному проповедуете в церквях, каждый по-разному объясняете нам, у всех у вас какая-то разница есть. Но, знаете, все равно, я так понимаю, если мы читаем Библию и слушаем Слово Божие, мы все-таки доверяем тому, что Дух Святый, Он правильно нам истолкует сердце. Не просто люди будут говорить, что Дух Святой, даже если я что-то буду говорить не так, но Дух Святой вам правильно скажет, потому что это Слово Божье. Поэтому давайте будем сегодня доверять Духу Святому в том, что Он собирается нам сегодня говорить. И простите, я сегодня не взял очки, поэтому буду читать с телефона. Для меня это непривычно тоже. И я прошу выводить. Я буду называть места Писания, забыл дать бумажку. Я прошу вывести на экран 1 Царств, 9 главу. С 1 стиха. Давайте с 1 стиха прочитаем. Сейчас я у себя попробую вывести 1 Царств. Это известная история, я ее прочитаю всю, не всю, большую ее часть, потому что думаю, что не все Ветхий Завет читали, а история интересная. Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис, сына Виила, сына Цирона, сына Бихарафа, сына Афия, сына некого вениамитянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый. И не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа. И пропали ослицы у Киса, отца Саулова. И сказал Кис Саулу, сыну своему: возьми с собой одного из слуг и встань, пойди, поищи ослиц. И прошел он гору Ефремову, и прошел землю Шалишу, но не нашли, и прошли землю Шаалим, и там их нет. И прошел он землю Вениаминову, и не нашли. Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который был с ним: пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас. Но слуга сказал ему: в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый. Все, что он не скажет, сбывается. Сходим теперь туда. Может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти. И сказал Саул слуге своему: мы пойдем, а что мы принесем тому человеку? Ибо хлеба не стало в суммах наших, и подарка нет, чтобы поднести человеку Божию. Что у нас? И опять отвечал слуга Саулу и сказал: в руке моей четверть сикля серебра, я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш. Пока до сего места я попробую порассуждать над этим местом. Такая простая история. У одного отца, у которого были дети, был такой сын, видимо, очень послушный, прилежный. Скот пропал, пропали ослицы. И понятно, сам он, может быть, уже в годах преклонных не пошел искать. Он поручил это своему сыну. И сын послушно пошел искать тех ослиц, взял с собой слугу. И они всю землю Вениаминову обошли. И я так думаю, что, наверное, суток хватило на это. Небольшая территория Израиль. А земля Вениаминова вообще, наверное, как, не знаю, пригород Вильгарта. Предместье нашего, да? Обошли, не нашли ослицы, и зашли уже в чужую землю. И забеспокоился уже сам сын, что папа будет волноваться. Уже, их этих ослиц, папа будет волноваться. А слуга все не унимался. Нет, говорит, давай будем продолжать искать.
Это важное дело. Если ты не понимаешь, я понимаю, что это важное дело. Вот. Пойдем даже к пророку сходим. Не побоялся к пророку пойти. Тот говорит, так слушай, ну какой пророк, денег нету. Он говорит, слушай, даже я свои деньги вложу. У меня вот тут есть немного, я свои вложу, пошли, дело важное. Вот. Ну и дальше я своими словами расскажу эту историю. Вот. Они пришли, значит, в этот город, а там как раз был Самуил, и вот он чудом, они застали его, потому что он должен был уже на следующий день уходить, а тут вот он собрался со старейшинами, и они хотели такой знатный ужин или знатный обед устроить. Вот, и они его только-только застали. Такое вот совпадение такое. Вот. Ну и этот пророк, Самуил его звали, он пригласил этих молодых людей на знатный обед, который для знатных людей был приготовлен. Мало того, когда они сели за стол, он приказал повару дать лучший кусок, который он заранее приготовил вот этому молодому Саулу. Более того, после того, как они покушали, пророк нечто сказал ему. Утром встали они так, когда зашла заря, Самуил воззвал к Саулу на кровлю и сказал, «Встань, я провожу тебя». И встал Саул, и вышли оба они из дома, он и Самуил. Когда подходили они к концу города, Самуил сказал Саулу, «Скажи слуге, чтобы он пошел впереди нас», и он пошел вперед. «А ты остановись теперь, и я открою тебе, что сказал Бог». И взял Самуил сосуд с елеем, и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал, «Вот Господь помазывает тебя, правителя наследия своего». До этого, вы помните, для чего они вообще искали Самуила? Кто за историей следит? Чтобы он открыл им, где ослицы. Самуил ему еще раньше сказал, что об ослицах, которые у тебя пропали уже 3 дня, не заботься, они нашлись. То есть он знал, о чем они хотели спросить. Они даже не успели спросить, но Самуил заранее им сказал, но главное, это весть его была не в этом. Главное произошло на утро. Когда они встали, он помазал Саула на царство. Такая прекрасная история, друзья. Вот такой, скажем, такое начало, вот, неприятное, ослицы пропали. И такой прекрасный конец. Саул пошел искать ослиц, а нашел царство. Прямо сказка. Вообще Библия, вот, если ее серьезно не воспринимать, то она кажется на сборник хороших сказок, от которых очень часто хороший конец. Ну и бывает не очень хороший. Но в конце Библии замечательный конец. Кто знает. Мне нравится этим Библия. Еще больше она мне нравится, потому что это не сказка. И то, что написано в конце, это правда, и это сбудется. И то, что было вот с этим человеком, Саулом, это не вымышленный персонаж, это все история. Это человек, реально живший. И вот, друзья, я когда читаю такие подобные истории, я рассуждаю, думаю, удивителен Господь. Вот удивителен. Удивительны судьбы Его, да, и кто может постичь их, написано в Библии. Как часто в жизни бывает, что да, мы вроде идем за одним, а получаем нечто другое. И потом удивляемся, как это? Какое-то вот течение каких-то обстоятельств, раз вот где-то кого-то нашли, где-то кого-то встретили, он что-то нам подсказал вот в нужное время. И как бы, вот мы недавно рассуждали, буквально вчера с братом, позавчера, да, с братом Максимом на кухне. Такой фильм есть про основателя, не основателя, а вот кто развивал Макдональдс, вот бизнесмен. И там такой сюжет был, что вот он как бы не знал, как этим заниматься, а просто нашелся человек, который просто пришел к нему и сказал, что нужно землю скупать под этими зданиями Макдональдса и сдавать это в аренду. И вот благодаря этому он смог потом завладеть этим бизнесом и развить его до уровня мирового.
И то есть мы рассуждали, что в жизни вот бывает нужный человек, нужно молиться за нужных людей. Кто в этой истории нужный человек? Слуга, кто слушал внимательно? Слуга. Вот Бог дал Саулу нужного человека, слугу. С деньгами причем. Предусмотрел, что у слуги были деньги. У него не было. Слуга предусмотрительно взял с собой немножко серебра. Немножко. Вот. Так в нашей жизни мы удивляемся, мы иногда не семи пядей во лбу, но находится некто, который вот откуда он взялся, а у него все приготовлено, у него все предусмотрел. Вот. И я не берусь тут все истории рассказывать, у вас их много. Вот. Но если вот вы вспомните, в вашей жизни тоже были некие люди, которые какие-то правильные советы вам дали. Я думаю, что не было слуги рядом. Что бы было с этим Саулом? Наверное, вернулся бы к отцу, не найдя ослиц. Ничего бы не было. И ослиц бы не было. И Саула на царстве. Ну, возможно. Хотя, кто верит в Бога, скажет мне сегодня, Бог бы другим способом проговорил к Саулу. Ослицы бы нашлись и проговорили бы Саулу. Иди к Самуилу. Вот. Ну, примерно так, да, мы привыкли мыслить. Вот. Но на самом деле, вот у Бога, в его предвидении есть нужные люди, есть нужные обстоятельства. И вообще эта вся история, конечно, она о том, друзья, что вот в нашей жизни подобным образом мы идем избавиться или мы ищем избавление от каких-то обстоятельств сложных в нашей жизни, а получаем совсем другое вразумление, совсем другой ответ в нашей жизни. Я знаю, сегодня вот сестра об этом говорила, недавно брат Максим об этом проповедовал, что жизнь христианина, она как, я сказал бы, даже не боевик, а хоррор такой хороший. Да, а в хорроре там тоже все. Вот. И ужасно бывает. Вообще такие обстоятельства, ты думаешь, за что мне все это? Или как Максим сказал, ну хоть бы пару лет пожить спокойно. Ну так нет же. Что-нибудь да приключается. Но знаете, друзья, вот Максим, может быть, не договорил, и сестра не досказала, что все это было, весь этот хоррор, весь этот боевик, он был ко благу нашему. Мы есть то, что есть, благодаря этому боевику, который есть наша жизнь. Аминь? Аминь. Но я еще думаю о том, что не со всеми так. Я вот рассуждаю, что не со всеми так в жизни бывает. Почему-то вот одних потрясает постоянно, и какие-то болезни сваливаются. Вот я, извините, уже к слову скажу, вот смотришь на Ивана Васильевича, нашего друга, и думаешь, сколько человек уже прошел, ну вот просто, уже видно, что он боец, ну куда его еще испытывать? Ну видно же, что он боец, он столько уже перенес в жизни. Ни на долю одного из нас не выпало столько страданий и испытаний, сколько выпало на долю Ивана Васильевича. И вот опять. И вот снова. И смотришь на эти видео, смотришь на эти фотографии, где он вышагивает, держась за эти поручни, и думаешь, Господи, ну зачем это? Ну что ты хочешь сказать? Вот что ты хочешь с ним, что ты хочешь сделать? Кто он? Ну кто так рассуждает? Кто-то, может, просто с сожалением смотрит, думает, ну вот выпало. Но я думаю, друзья, ведь Бог, Он Бог всемогущий, Бог вездесущий. Он заранее знает те обстоятельства, в которые Он нас помещает. И знает, для чего Он нас туда помещает. И кто уже привык так мыслить, он ищет ответ, для чего. Он ищет ответ. Он не ищет, знаете, нам иногда хочется молиться именно за эти обстоятельства. Господи, избавь меня от этого, освободи меня от этого. Но мало из нас, кто в этот момент просит, Господи, ну Ты же знаешь эти обстоятельства, и Ты допустил в моей жизни обстоятельства. Сегодня было сказано вот, братом, что сатана, он без разрешения ведь никакие обстоятельства в нашей жизни не может сделать, если Господь не разрешит. Я правильно вас понял? Все с этим согласны? А иногда кажется, что сатана, он беспредельничает просто. Иногда в жизни такие вещи случаются, что кажется, что сорвался с цепи и беспредельничает, и Бог уже не указ ему. Бывает такое? Но, друзья, хочу сегодня подтвердить слова Александра: Бог над всем царь и над сатаною. И если в вашей жизни такие сегодня вершатся обстоятельства, которые кажутся вам беспределом со стороны дьявола, то поверьте, что это контролируемый беспредел. Контролируемый беспредел. Но в этот момент нам надо понять, Господи, что Ты хочешь?
В этой истории Саул не задавался этим вопросом. Но вот слуга, похоже, тоже не задался этим вопросом, но он был более настойчивый, и он как-то вот надоумил Саула двигаться дальше в этих обстоятельствах. Не спасовать, не вернуться, а идти дальше. Еще в дальшую землю, еще более неизвестным людям. Более того, он предложил ему, знаете, то, что не каждый на это пойдет. В силу стеснения своего, в силу скромности своей, но не каждый пойдет к великому вельможе какому-нибудь или еще кому-то просить помощи, правда? А тут пророк. Кто я? Вы потом увидите скромность Саула, если почитаете всю эту историю. Кто я? Самый младший в семье моей, незначительный, самого незначительного племени. Что ты говоришь мне эти слова? Он к Самуилу обратился. Кто я? Но слуга был очень настойчив и побудил его пойти. И видите, какой прекрасный финал. Прекрасный финал. Саул не просто вернулся с вестью, что ослицы, да, уже дома. Он вернулся помазанным на царство. Другая история, как он воспользовался этим царством, я не буду брать сегодня этот аспект, но видите, вот Господь, Он сводит людей, Он как пазлы собирает обстоятельства, и Он достигает всегда своих целей. Нам сегодня непонятно, друзья, многие то, что происходит в стране в нашей, то, что происходит в мире. Нам кажется, что последние 5 лет, начиная вот, с пандемии, нас просто всех лихорадит, штормит, и просто происходит какой-то беспредел в экономике, в политике, в личной нашей жизни. Вот. Я наблюдаю это все, и люди как-то устраиваются, пытаются устроить. Знаете, будут еще времена, я не пророк, но я скажу, будут времена, что люди уже устанут как-то устраиваться и будут тут просто, опустивши руки, взирать на все, что происходит. Сегодня мы еще можем как-то встроиться в эти обстоятельства, и люди пытаются делать и жить в данных обстоятельствах, но наступят времена тяжкие, написано. Наступят времена тяжкие. Я всегда об этом говорю, и меня всегда за это ругают. Ну и так плохо, ты еще вот это самое, такие вещи говоришь. Что-нибудь ободрящее сказал. Но я вам сказал вначале ободрящее, читайте конец Библии, там все хорошо. Церковь будет спасена. Поэтому присоединяйтесь к церкви. Побыстрее. Присоединяйтесь к церкви. С церковью все будет хорошо, какие бы тяжелые времена не были. А пока мы проходим вместе этот хоррор, вместе с этим миром. Мы не отделены от него никак. И что с этим миром, то и с нами случается. Мы соучастники этого всего. Но у нас есть другая надежда. У нас есть другое понимание. И мы ищем не выхода из этой ситуации, а ищем пользу в этой ситуации. Потому что в Библии написано, любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Я вам еще одну историю хочу прочитать в подтверждение моих слов. Давайте мы еще раз откроем Библию. И я попрошу моих друзей за пультом открыть 2 Царств, 14 главу, 29 стих. 2 Царств. Сегодня с вами гуляем по Ветхому Завету. Я немножко дольше это делаю, вы меня извините, пожалуйста. 14 глава, 29 стих. С 28 начну, чтобы было понятно. «И оставался Авесолом в Иерусалиме 2 года, а лица царского не видел». Не видал. «И послал Авесолом за Иоавом, чтобы послать его к царю, но тот не захотел прийти к нему. Послал и в другой раз, но тот не захотел прийти. И сказал Авесолом слугам своим: видите участок поля Иоава подле моего, и у него там ячмень, пойдите, выжгите его огнем. И выжгли слуги Авесолома тот участок поля огнем. И встал Иоав, и пришел к Авесолому в дом, и сказал ему: зачем слуги твои выжгли мой участок огнем? И сказал Авесолом Иоаву: вот я посылал за тобою, говоря, приди сюда, и я пошлю тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гесура. Лучше было бы мне оставаться там, я хочу увидеть лицо царя. Если же я виноват, то убей меня. И пошел Иоав к царю, и пересказал ему это. И позвал царь Авесолома, и он пришел к царю, и пал лицом своим на землю перед царем, и поцеловал царь Авесолома. Вот такая еще одна история для тех, кто не читает Ветхий Завет. Скажу, там очень много прекрасных историй. И причем не сказочных, а реальных, с реальными личностями, с реальными судьбами.
И это нам в назидание для того, чтобы мы в нынешних наших ситуациях, в нашем нынешнем времени извлекали уроки из этих историй. А история простая. Авесолом — царский сын. Некогда он был в немилости у своего отца, потому что убил брата своего. И по делам отец не хотел с ним общаться. Но Иоав, о котором здесь идет речь, военачальник Даниила, он видел, что Даниил, хотя я отослал Давид, прошу прощения, спасибо за тех, кто читает Библию. Давид, хотя и сердцем своим не мог отречься от сына, любил, но как царь, справедливый царь, он не мог его держать подле себя. Иоав это видел. Он видел раздвоение Давида, видел его переживания, видел его страдания. Возможно, видел страдания этого мальчика, который тоже, знаете, не просто так убил брата. Вы знаете, что это была месть за обесчещенную сестру. Тоже интереснейшая история, почитайте. Вот. И он придумал такую хитрую схему. Он подослал женщину к Давиду, которая там свою историю якобы рассказала. Из этой истории Давид понял, о чем эта женщина хотела им сказать, чтобы он вернул сына своего к себе. Это тоже здесь же, в этой же книге, Второе царство, тоже почитайте. И вот благодаря мудрости Иоава, который надоумил эту женщину пойти к царю, царь решился на этот шаг, и он вернул Авесолома к себе. Но не принимал его у себя во дворец, не решался вот ради своих подданных, ради своих придворных, а что скажут, а как к этому отнесутся. Он его, конечно, приблизил, он уже жил, вот, скажем, в своем городе, в своем доме, но к царю еще не мог явиться без царевого приглашения. Вот такие были отношения. Приходили даже дети и жены тогда только, когда царь позовет. Просто так не могли зайти к нему. Вот. И вот дальше эта история в том, что Авесолом, зная расположение Иоава к нему, Иоав уже столько сделал для него, послал сказать ему: приди, нужна твоя помощь. Приди, нужна твоя помощь. Приди, нужна твоя помощь. На что Иоав уже никак не отреагировал. Мы не знаем почему. Может быть, он так в позу стал и, я и так для тебя уже много сделал, что ты тут распоряжаешься? Не пойду. Не знаю. А мне кажется, если уже делаешь доброе дело, делай до конца, да? И что сделал Авесолом? Он взял и спалил его поле. И когда уже спалили его поле, тут уже он прибежал и говорит: что ты делаешь-то? Что началось-то? Что ты делаешь? Он говорит: так я же звал тебя по-нормальному, по-человечески. Я тебя по-человечески несколько раз звал. Мне очень надо, чтобы ты пошел к отцу и докончил начатое. Че я приехал из Гесура сюда, вот живу здесь, а отца не вижу. А мне надо с ним повидаться. Очень надо. Иоав, уже понимая, что у него еще там несколько полей есть, несожженных, пошел к отцу, договорились, и мы видим финал этой истории. Авесолом пришел и покаялся перед папой, пал на колени, попытался примириться с отцом. Интересная история, короткая, но тоже, знаете, есть смысл разобрать ее, есть смысл посмотреть и вглубь этой истории. Я думаю, зачем Иоаву было дожидаться, пока спалят его поле? Чего по-хорошему-то нельзя решать вопросы? Кто так думает? Пару человек все так думают. Остальные думают: все нормально, так и надо. Упирайся, пока не сожгут твое поле, твою машину, твою баню, твой дом. Упирайся. Ребят, да, конечно же, нет. Надо строить отношения с людьми. Надо их строить правильно. Если к тебе расположен человек, да, если у тебя добрые какие-то отношения, ты по-доброму с ним поступай до конца. Как бы не тяжело тебе, неудобно было. Жизнь тому учит. Чтобы мы старались сохранять добрые отношения. Конечно, Авесолом, как дальше оказалось, не очень добрым человеком оказался. Как Иоав его раскусил, я не знаю. Но до того времени вроде как бы нормальные отношения были. А если глубже посмотреть на эту историю, знаете, у нас тоже так бывает. То машину разобьем и на большие деньги влипаем на ремонт, то баня сгорит, то работы лишимся
И вот рвем волосы на голове, не знаем, что, куда бежать, начинаем молиться, начинаем поститься. Господи, помоги, чтобы дешевле машину отремонтировать там, или купить на вырученные деньги за эту рухлядь новую какую-то машину. О, Господи, помоги баню восстановить новую, вот, ну, чтобы деньги на это найти. Там еще какие-то. Начинаем искать выход из этой проблемы. А вы знаете, а иногда проблемы не возникают на пустом месте. Бог иногда нас тоже очень долго зовет. Ну так просто. Сынок, я соскучился, встань утром на колени, поговори со мной. Как часто и долго Бог взывает нам, чтобы мы начали нормальную жизнь с Ним, нормальное общение с Ним. И вот, знаете, иногда, чтобы мы все-таки услышали или как-то вняли этому призыву, у нас иногда наши ячменные поля сгорают. Ну, бывает так. Я вам поделюсь опытом. И не о поле надо молиться, не о восстановлении поля там, или машины, или еще чего-то. Надо понять, Бог, что ты хочешь. Господи, прости. Ты хотел со мной поговорить, а я не прибежал вовремя. Вот. И знаете, вот иногда бывают более сложные ситуации, длящиеся. Ну, допустим, у меня там родственники не спасенные. У вас у многих тоже родственники не спасенные. Есть такая проблема? У подавляющего большинства, и мы думаем, ну почему так-то? Мы столько лет уже верующие, столько молимся, Господи. Столько постов берем, столько уже свидетельств этим людям. Но не спасаются, не внимают, не идут к Богу. Ну, одно дело, что да, сейчас кто-то скажет, у них свой выбор и так далее. Но знаете, я сегодня вам говорю, что достаточно человека ненадолго поместить какие-то обстоятельства, и у него выбор меняется. Так или не так? Сколько мы знаем упертых людей, которые ну никак не хотели к Богу идти, пока они попали в обстоятельства, когда бы уже побежали к Богу. Те, за кого мы молились. А знаете, что Богу ничего не стоит в мгновение ока поместить его в такие обстоятельства? Богу это вот просто так сделать можно. Вот любые вещи, которые для нас кажутся трудными, за которые мы долго молимся, для Бога это вот так вот. А мы иногда сетуем, сокрушаемся. Боже, почему у других вот уже давно все пришли, а у меня не так? Слушай, а Бог ведь что-то хочет от тебя. Вот если Богу это все вот так вот, ну почему Бог так долго с тобой возится? Задумайся об этом. Вопроси Господа не о том, о чем ты долго молишься, а о том, что на самом деле нужно спросить. Господи, а для чего ты меня поместил в эти обстоятельства? Для чего у меня такая проблема в жизни? Чему ты меня хочешь научить? Я сегодня тоже прохожу подобные вещи, и долгие годы не решаются какие-то мои проблемы. И я поначалу, как и многие из нас, начинаю за проблемы эти молиться, за решение этих проблем. Кто-то скажет, да так тоже правильно, надо за решение проблем молиться, это же вот и есть наша молитвенная битва, наша духовная битва, духовная брань. Друзья, но иногда надо понять, что корень этой брани не в этой проблеме, не в этой нужде. Корень совсем в другом, и Бог тебе хочет направить твое зрение именно на суть проблемы. И из-за чего ты оказался в этих обстоятельствах? Почему на твою голову свалились неожиданно вот эти вещи? Вещи страшные, вещи вообще ужасные, которые, ну, просто, знаете, я не то чтобы сегодня к личности говорю, но вот у меня, у друга, близкого родственника трагедия произошла, вы многие знаете. Нечаянно сбил человека. И мы понимаемся, но это Бог допустил, но это же не просто так вот, он не на большой скорости, не нарушал ничего, а просто человек вот пошел через дорогу и попал под его машину. Это страшные вещи. И он страшное время сейчас проходит. И это время почему-то оттягивается, затягивается. Вот, мы видим это все, наблюдаем. И я понимаю, что Бог чему-то хочет научить, Бог через что-то хочет провести, Бог хочет сделать сильнее этого человека. И на самом деле, знаете, вот я сказал вначале, что не все так проходят. Вот смотришь на других в церкви, вот тебя штормит, а другие благоденствуют. Так главное, и Богу особо не служат. Вот сестра всю жизнь служит Богу, и всю жизнь боевик. И казалось бы, ну почему? А другие сидят сиднем в церкви, и ничего. А еще и родственники спасаются. Вроде и Библию с детьми вечером не читают, вряд ли читают, а смотришь, дети в церкви. И думаешь, да как так? Да как так-то? Кто-то знает ответ, почему так? Да, брат, ты знаешь. В Библии есть такое слово: кому много дано,
с того много спросится. В Библии есть такое слово, и мы, может быть, не все это понимаем, но знаете, каждому из нас дана разная мера, разное количество талантов. Да? Кто как понимает ту притчу о талантах. Кому много дано, с того много спросится. Кому мало дано, с того спросится меньше. И я вам скажу такую вещь, не обижайтесь, пожалуйста. Вот в Библии есть местописание, я сегодня вам его зачитаю. Евреям 12, 14, 4 стиха. Евреям 12, 4 стиха. Давайте вместе откроем. Мне, наверное, проще со стены прочитать, чем у себя найти. Не так быстро умею открывать. Вот, нашел. Евреям 12, да? Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец, если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети. А то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой корень горький, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался бы от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Вы приступили не к горе осязаемой, пылающей огнем, не ко тьме и мраку и к буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было, если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и в трепете». Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога живого, к небесному Иерусалиму, к тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатую Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголиша на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание: «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыла непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Нравится вам это слово? А я скажу аминь. И оно о благодати. Как часто мы сегодня слышим от благодатников другую весть о благодати. А тут нечто другое я о благодати вижу, что она, оказывается, не такая, вот знаете, легкая, радостная, счастливая. Вот, и вот нам сегодня так легкомысленно можно к этому относиться. Здесь очень серьезное предупреждение. И если вы этот текст дома перечитаете, вы поймете, что многое из того, что сегодня проповедуется в современных церквях, оно как-то расходится. А это Новый Завет. А это Новый Завет, это к нам. Это наше время. Это сегодня наша вера. Всегда трудно об этом говорить в церкви, потому что такое ощущение, что я хочу вас, вернуть в такое состояние виновности. Да нет, конечно.
Вы оправданы, вы невиновны, вы оправданы. Но просто сегодня мы рассуждаем о том, что происходит-то в нашей жизни, почему штормит. А здесь ответ. Потому что мы дети, мы сыны. Мы сыны. И вот для того, чтобы сохранить нам это сыновство, не как Авессалому, да, отвергнутыми быть за дела свои, а чтобы сохранили сыновство, нужно внимать тому, что говорит Господь. Надо быть внимательными, тогда Он зовет, когда Он нас утром поднимает на молитву, когда Он через проповедь что-то говорит тебе, не подумать, да, это просто человек говорит, не буду его слушать, неприятен мне сам человек, он сам так не живет, как говорит. Но послушай, даже если он не живет так, как говорит, но он читает тебе сегодня Слово Божье. Почему ты в коридоре сегодня общаешься, там какие-то другие вещи обсуждаешь, когда сегодня Слово к тебе? Вот. И поэтому вот я понимаю сегодня, если с кем-то кого-то не штормит, то знаете, может быть, это и не сыны вовсе. Ну, извините. Извините за такое предположение. Так вот в Писании я что-то прочитал и вдруг так подумал, а может быть, это я сын, меня штормит. Я сын, у меня хоррор. Ты дочь, у тебя боевик. А у других, я не знаю, какие еще есть жанры легкие такие. Роман какой-то, да, там, я не знаю. А? Мелодрам, да, у других мелодрама. Вот, любовно, все хорошо у них. Иисусик сладенький-сладенький, добренький-добренький. Все классно, все хорошо. Вот. Я сегодня не нападаю, не подумайте. Я всегда так думаю. Я всегда так рассуждаю. Это не сегодня такое. Вот. И поэтому, друзья, возлюбленные, вот то, что сегодня происходит у вас в жизни, поля ячменные горят. Не потому, что Бог на вас злой. Не потому. Да для Него восстановить твое поле. Да для Него просто вот насытить твою жизнь, вернуть тебе утраченное, это проще простого. Вот так только. И благословения зальются в твою жизнь. Но ты просто урок прими из того, что происходит. Ну ты просто пойми, что Бог зовет тебя давно уже, а ты не отвечаешь. И приходится к таким вещам прибегать. Просто пойми, что не просто ты чего-то лишаешься в жизни, ведь Бог твой даятель. Ведь мы привыкли Бога вот так о Нем говорить, что Он все дает доброе. Но если Он все дает доброе, откуда же это? Сатана бесчинствует, да? Этот беспредельничает. Да нет же, мы сегодня вроде выяснили, он не может беспредельничать, если Бог не допустит. Вот. Поэтому моя такая короткая проповедь сегодня, она о том же. О том же. Чтобы, как написано здесь евреям, чтобы служили, рук не опускали, но служили с благоговением и страхом. И правильно понимали благодать. Да, благодать нам сегодня дана. Это великая привилегия, друзья, что нам сегодня дана благодать. Нам ради этой благодати прощено все, что мы делали в своей жизни. Но пренебрегать ею не надо. Возвращаться к прежним делам не надо. Не надо сегодня ослабевать и возвращаться к прежним вещам, думая о том, что я всегда смогу вернуться в нормальное русло. Ведь я под благодатью. Иногда бывает трудно вернуться. Иногда настолько ты далеко отойдешь от Бога, что нужно колоссальные усилия, чтобы вернуться. Неимоверные. А где-то позволил себе поспать духовно, где-то позволил себе осудить кого-то за глаза, где-то что-то еще позволил, а потом видишь, какое расстояние опять до Бога. Пусть Бог нас благословит. Вот еще одно последнее место. 1 Петра, так, в назидание оставлю нам. 4 глава с 12 по 13 стих. Давайте я прочту у вас. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете». Аминь. Пусть благословит нас Господь. Я сегодня с теми, у кого все плохо. Друзья, это хорошее время. Хорошее время для роста. Потому что все эти вещи, которые происходят, они для того, чтобы мы сегодня стали сильнее. Потому что мы дети Божьи. Мы не незаконные дети. А у кого все хорошо, они, может быть, вообще случайно вообще здесь в церкви. Извините за такое предположение. Но я просто вижу, что все дети проходят Божьи вот подобные вещи. Мы все не идеальные, и у каждого из нас есть что менять, и Бог хочет нас менять. И все мы для того, чтобы измениться, проходим какие-то вещи странные, страшные, искушения, да, здесь написано, испытания по другому слову. Проходим испытания огненные для одной цели, чтобы мы стали лучше,
чтобы мы стали святее, да, ибо без святости никто не увидит Господа. Аминь.